Екатеринбург знакомится с чувашской культурой. Работы скульптора Петра Пупина, мастера народных промыслов Зинаиды Вороновой и изделия фабрики «Богатери» оценили жители уральской столицы. На Урале и в Сибири живет немало чувашей, и многие проекты они проводят сообща. Так гостей выставки приветствовал сводный чувашский хор Екатеринбурга и Тюменской области. Идея познакомить жителей Урала с нашей национальной вышивкой пришла Чувашскому культурному центру Свердловской области. Фабрика «Богатери» предложила екатеринбуржцам оценить творение своих мастеров. Ручная и машинная вышивка, мужские косоворотки и халаты, шубары, женские платья, а также жениховые платки, скатерти, полотенца. Посетителям рассказывали и об уникальности чувашских орнаментов. Она содержит определенные символы и знаки, которые обозначают различные даже и чувства, и какие-то предметы, которые традиционны для чувашской культуры. Например, есть символ, который обозначает слово «земля», «солнце». 15 своих работ привез в столицу Урала скульптор Петр Пупин. Все его произведения о Чувашии. Тут деревенское детство мастера, юность. Я стараюсь в формах найти воздух чувашский. Я думаю, что скульптура – это прежде всего воздух, который образовывается с помощью формы. Часть экспонатов, связанных с историей республики, предоставили Свердловский областной краеведческий музей и Межнациональная библиотека. Чувашские женские головные уборы презентовала мастер художественных промыслов Зинаида Воронова. Хотя я, конечно, не специалист, я пришел с улицы, можно сказать, на эту выставку, но для меня это какой-то шедевр. Такие костюмы. Такая экзотика. Выставка «Чувашия. Творцы и хранители» будет знакомить екатеринбуржцев с культурой далекой республики еще целый месяц. Наталья Егорова, Вести Чувашия.